Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Важные события в жизни. К чему все идет. Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте вместе посмотрим. Посмотрим на ваше будущее. На важные события и к чему все идет в вашей жизни. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют скрытые, о чем желаем услышать и узнать. Так, важные события, важные события. Так, ну давайте начнем, пожалуй, с правой стороны. Здесь женщина. Очень радостная, очень счастливая. Прям счастью своему поверить не может. С ней рядом мужчина, который стоит за рулем. Ну, управляет как за штурвалом. Да? Это лодка жизни. И мужчина стоит за штурвалом и, значит, так легко и умело рулит. Да? Ой, молодец. И вы такая счастливая, вы на него смотрите, вы глазам своим поверить не можете, что наконец-то в вашей жизни появился нормальный, адекватный мужик, который может взять на себя ответственность, который может взять на себя и дом, и семью, и детей, и вас, и все сам порешать, и сам все придумать, и без ваших напоминаний все делает, все у него в руках спорится, и еще так ловко, значит, всем этим управляет. Девушки, женщины, мои хорошие, вы все разные, разных возрастов, с разной жизненной историей. Вот кто зашел на эту отсыпку? В вашей жизни все идет к тому, что у вас появится, ну просто суперский мужчина, вот настоящий, от макушечки до самых пяточек, вот прям настоящий мужик, который вас вот будет катать на вашей общей лодке жизни, и вы будете счастливы и довольны, и жить будете, поживать, и любить друг друга будете, все у вас будет замечательно. Еще раз тут. Так, просто классная картинка такая, ой, знаете, на сердце прям легко стало. Так, еще у вас здесь какой-то страх, комплекс. Ну вот есть такое узкое место, слабое место, и оно вам не позволяет нормально жить, нормально функционировать и добиваться тех целей, которые вы себе ставите. Вы, возможно, кого-то вините, возможно, вините жизнь, судьбу каких-то людей, но причина того, что у вас что-то не получается, она в вас, она в этом страхе, она в этом комплексе. Это очень сложная тема. Я понимаю, сейчас многие выключат видео, там скажут: ох, что она рассказывает, да? Я ни в чем не виновата, это враги виноваты. Выключите, значит, вам эта информация не нужна. Будете смотреть дальше, просто внимательно послушайте. Вот я вижу, что в вашем детстве либо в юношестве что-то случилось, что напрочь выбило у вас почву из-под ног. Чего-то вы испугались, либо какой-то комплекс вы обрели. И вот он вам на протяжении всей жизни очень сильно мешает. Это вот внутреннее состояние. Состояние страха, неуверенности в себе. Вы себе там что-то запрещаете, очень скептически к себе относитесь, недооцениваете свои способности. Вот что-то есть такое, и вы с этим справитесь. Я вижу умного человека, который вот прям, знаете, как на глаз определит ваше состояние и вам поможет. Прям, знаете, угадает с первого раза. Вы на этого человека, возможно, сразу обидитесь, потому что, ну да, когда нам говорят о наших недостатках, это обидненько. И это как защитная реакция человека. Но подумав об этом, да, о том, что вам сказали, вы придете к мысли, что да, именно так и есть. И все мои неудачи — это не происки врагов, а это именно мой страх, моя неуверенность, либо мой какой-то комплекс. Смотрите, этот человек не только вам подскажет, что с вами не так, но еще и научит, как вам с этим побороться.
Мне вообще идет как какой-то психоаналитик, психотерапевт. Вот. Возможно, просто грамотный, мудрый, умудренный жизненным опытом человек. Но вот кто-то вам подскажет, вот четко вам укажет, и это будет самое лучшее событие, которое поможет вам поменять вашу жизнь и отношение к себе, к тому, что происходит с вами. От какого-то страха, от какого-то комплекса вы точно избавитесь. И жизнь уже не будет прежней. Жизнь ваша станет гораздо лучше, гораздо успешнее. Вы прям так и скажете: о, теперь я везучий человек. Теперь я хозяйка либо хозяин своей судьбы. С левой стороны мне показывают, что вы сечете таким большим ножом, кинжалом, сечете какого-то абьюзера. А он прям такой наглый, прям совсем наглый. И страх потерял, и прям какой-то барьер переступает, слишком много себе позволит. И вы как раз разозлитесь очень сильно, как начнете его сечь, от себя отгонять, отрезать от себя. Вот. Он от вас этого никогда не ждал. Он прям был уверен, что вы его, что вы ручная, что никуда вы от него не денетесь, что он вас достаточно сильно запугал, что он достаточно сильно вам мозги промыл. Вот. А вы его прогоните. Причем жестко прогоните. Прогоните так, что о вас говорить будут, вами восхищаться женщины станут, да, что вы нашли в себе силу прогнать такого абьюзера. Но у этого абьюзера то, что вы его отсечете, да, вот этот момент для него роковой, пробудет желание меняться, быть другим. Да, он прям начнет над собой работать. Я не вижу, чтобы вы его потом назад пустили. Скорее всего, это уже будет, знаете, как безвозвратная ситуация. Но мужчина начнет меняться, со временем начнет меняться. Если у вас общие дети, пусть не сейчас, пусть там через год-два мужчина станет хорошим отцом. То есть проснутся эти отцовские чувства, и действительно мозг на место встанет. Вот, там начнут эти процессы нейронные, начнут сигналы подавать. И вот он поменяется, он станет гораздо лучше. Гораздо лучше. Да, ну что ж, перешел границу, получай. Так, еще вижу, что вы будете что-то высаживать, насаждать вокруг себя, либо высаживать. Может быть, в прямом смысле слова вы заведете себе садик, да, прям палисадничек, там цветочки начнете выращивать, может быть, какие-то культуры начнете выращивать. И это будет прекрасно, вы прям душу будете отводить. Вам и нравится, вы удовольствие получаете, плюс вот шикарный результат. И у кого-то отыграется в переносном смысле слова, вы начнете чем-то новым заниматься. Причем не чем-то одним, а вот разные увлечения, разные мысли, разные интересы. Прям душу отведете. У вас все получаться будет. Прям все будет получаться. Вы прям в удовольствии находитесь от того, что вы делаете, и от того, чем вы занимаетесь. Так, чуть выше. Ну, идет работа. Как ни крути, идет работа. Единственное, что здесь работа у вас от малого к большему идет. То есть я так понимаю, что вы начнете с какой-то небольшой зарплаты и начнете расти потом. Да? Зарплата начнет расти, ваша карьера начнет развиваться. Прям такой, знаете, классический путь, карьерный путь у вас здесь показан. Не могу понять, почему вы согласитесь на столь мелкую зарплату. Может быть, вы другого варианта не имеете, либо вы готовы вот прям любую работу, да, просто нужна работа. Может быть, кстати, это и ваш бизнес, да, начнете с малого, достигнете самого большего. И так может отыграться. Но вот вижу вот классическую лесенку, именно вот карьерную классическую лесенку. Да, неплохо, очень даже неплохо. Для женщин именно идет карьерная лестница, а вот если вы мужчина меня смотрите, либо ваш мужчина сейчас ищет работу, у него скоростной карьерный лифт. Вот у мужчины прям совсем быстро получится добраться до максимального успеха, да, до крупной зарплаты, как-то прям совсем быстро. Ну, видите, мужчину ничего не отвлекает, а у женщины 1000 мыслей, там дети, родители, там родственники, дом, готовка, понятно. И плюс женщина, она такая, не рискует, да, женщина все делает поэтапно, потихоньку. Она все рассчитывает, просчитывает, у нее прям стопроцентные варианты, да, стопроцентные ступеньки. А мужчина, может быть, рискнет, либо мужчина больше времени сможет тратить именно на работу. И поэтому идет у мужчины скоростной лифт.
Так, еще мне идет какое-то заведение. Заведение. Это может быть и кафе, это может быть и салон, может быть даже какое-то небольшое производство. Если вы мечтали о том, чтобы что-то свое иметь, кафе, салон, производство, то эта мечта, она осуществима. И смотрите, я вижу, помимо того, что вы осуществите свою мечту, у вас еще рядом человек появится. Человек, который вас дополнит. У одних отыграется, что спонсор, да, который вложится в вашу мечту, и благодаря этому спонсору вы, значит, все реализуете. А у других идет человек, который вас дополняет. То есть с кем вы поделите зоны ответственности. Вы, например, там, за идеи отвечаете, за, ну, допустим, если это кафе, да, вы там составляете меню, может быть, вы там готовите, а этот человек, он будет там обслуживать клиентов, он будет решать какие-то серьезные вопросы. Да, вот как друг друга дополнять будете, там, работать с поставщиками. Да, вот так разделитесь, очень эффективно, кстати, у вас все пойдет. Будет, ваша мечта будет. Вам вообще на роду написано что-то свое иметь, как собственный бизнес, да, вот место, где вы деньги зарабатываете, где себя счастливым человеком чувствуете, свой талант реализуете. Так, в центре у вас большая чаша, из которой проливается вода. Ну, по чаше это здоровье, это любовь, это счастье. Вы все разные. У кого-то действительно вот проблемы сейчас со здоровьем. Вы и полечитесь, и найдете такой способ, метод, как поддерживать свое здоровье. Не только восстановить, но и укрепить, например. Если мы говорим про любовь, то это взаимная любовь, очень счастливая любовь. Любовь через край, понимаете, через край. И вы любите, и вас любят. Хороший на самом деле знак. Это хороший символ, особенно если он в центре выходит. Еще важный момент. Найти крысу. Есть крыса в вашем окружении, либо в вашей жизни была крыса, которая вот прям подпортила очень сильно. Но это как негатив, скорее всего, да, негатив, который есть в вашей жизни. Вы все абсолютно разные. У одних отыграется негатив, который на вас навели. У других же отыграется, что, возможно, человек вред причинил. Да? Вред причинял, что-то скрывал, что-то там делал у вас за спиной. Да? И вы эту крысу найдете. Вас очень удивит личность этой крысы. Тут спорить не буду. И здесь, скорее всего, даже какое-то замешательство пойдет. Вроде как и надо бы эту крысу ликвидировать, да? А с другой стороны, вот персонаж все-таки не чужой вам идет, не чужой абсолютно. И вроде как надо избавиться от этой крысы, но персонаж-то не чужой вам идет. Не чужой. Вам сложно будет понять поступки и мотивы этого человека, но здесь совет такой: не тяни и не жалей. Тебя ведь никто не жалел. Никто не жалел. Тебе ужасного желали. Слава Богу, что с тобой ужасное не случилось. Тебя никто бы не пожалел. Здесь нужно как-то будет радикально решать. Если вы от этой крысы избавитесь, у вас жизнь очень сильно поменяется, причем вот диаметрально, да, диаметрально развернется от худшего к лучшему. Если начнете колебаться, эта крыса, даже будучи пойманная, обнаруженная, она все равно может портить, поганить и негатив насылать. Но крысу вы точно найдете, вы ее точно поймаете. Так, еще маятник у вас вышел. Маятник, который останавливается, успокаивается. Как маяться вы перестанете по поводу кого-то, либо по поводу чего-то. Вы как научитесь брать себя в руки. Вот в один момент поймете, что вы можете. Вы можете себя взять в руки, вы можете себя успокоить, вы можете переключиться с негативного на что-то нейтральное, либо наоборот очень хорошее. Какое-то особое умение у вас выработается, либо вы освоите это особое умение. Но вот маяться перестанете. И более с таким, знаете, стабильным в плане психики, да, станете стабильным человеком, уверенным в себе. И вот нету ничего, чтобы могло вас поколебать, либо сдвинуть, как заставить свернуть с выбранного пути.
Очень, кстати, замечательное качество. Вы и детей своих обучаете, детей и внуков. Им тоже пригодится в жизни. Вы видите, вы своим умом дойдете, а детей вы можете уже обучать сейчас. Тренировать, обучать. Так, чуть выше. Но здесь кто-то вернется. Вернется, причем человек, возможно, вы дружили, да, тройка в руках. Дружили, общались, и очень много интересных вещей у вас в жизни было. Человек, подруга, друг, может быть, даже кто-то из родственников, там, поближе к вам переедет, будете общаться, будете дружить. И еще у кого-то прям так отыграется, что это какой-то бывший, с кем вы плохо расстались, прошло время, вы примиритесь, вы уже не будете парой, но вы будете очень хорошими друзьями, потому что все-таки у вас тройка с этим человеком, помогать друг другу будете, как-то прям вместе, рядышком. Хорошие взаимоотношения у вас будут, очень хорошие. Ну, а кому-то действительно старый друг вернется, друг, подруга, и прям замечательно все у вас будет. Еще вижу у вас какую-то поездку, либо поездка одна, конкретная, как отъезд, переезд, выезд, а у других отыграется, что поездки будут постоянные. Вот знаете, как путешествовать, там мир смотреть, открывать новые горизонты. Возможно, вы действительно в этом нуждаетесь. Либо возможность путешествовать, либо возможность куда-то съехать, переехать откроют для вас новые горизонты. Для вас эти поездки, эти путешествия, они идут огромным плюсом, идут во благо. Благо, большое благо вы получаете. Кто мечтал переехать, уехать, может быть, эмигрировать, вы мечтали, у вас все получится. Все получится, но только получится в свое время. Там у вас будет окно возможностей, когда будут максимально идеальные условия для того, чтобы съехать, переехать. Вот так легко, быстро, без всякой там головной боли, без 1001 документа, без бешеных там денег. Что это будет? Как это будет причина, либо повод, да? И тогда все очень успешно получится. Если мы говорим о поездках, путешествиях, да, вот мир посмотреть, там, отдохнуть, может быть, то да, вы начнете, сначала у вас будет как-то реже, может быть, там, одна поездка в год, а потом все больше и больше, там, вплоть до того, что, не знаю, каждый сезон вы куда-то будете ездить, отдыхать, мир смотреть. Но это очень позитивно отыграется на вас, на вашей жизни, на вашем здоровье. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.